Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вообще мы поднимаем сегодня такую тему, как наркомания. Наркомания – это банальная тема, и, конечно же, она стара как мир. Но каждый раз мы задаемся вопросом, для чего мы губим свою жизнь. Ведь жизнь – это самое дорогое, что есть человека. Вообще сейчас многие придумывают лозунги «Мир против наркотиков», «Культура против наркотиков», функционируют различные сайты. Также против наркотиков сейчас выступают и это школа, Государственная Дума, полиция против наркотиков. И это очень даже хорошо, потому что наркомания – это страшная болезнь, которую все-таки нужно не то чтобы лечить, а гораздо легче ее предупреждать. И в этом отношении мы должны правильно работать и все делать для того, чтобы наркотики из нашей жизни хотя бы свести до минимума. Главной же целью нашего учреждения, нашего лезгинского театра, является пропаганда здорового образа жизни, формирование духовных ценностей, а также профилактика наркомании тоже. Мы считаем за честь приезд такого замечательного человека, мастера своего дела, настоящего специалиста. Это режиссера-постановщика Микаэля Валерьевича Базоркина. Для нас это действительно огромная честь, что он приехал к нам, во-первых, в Дагестан, в наш родной город Дербент, и трудится, и работает в нашем театре. То, что мы ставим сейчас спектакль, он, конечно же, обнажает самые такие болезненные точки общества, ячейки семьи, и вообще направлен на острую социальную тему – это борьбу с наркотиками. Хотела предоставить слово и пару слов, чтобы он тоже сказал. Добрый день. Хочется поблагодарить за теплые слова директора театра Динару Мурадиловну. Для меня не меньшая честь работать в этом театре. Это национальный театр. Это театр, имеющий очень серьезное прошлое, серьезные основания. И театр национальный. И всегда вдвойне ответственно работать в национальном театре. Потому что театров вообще много, а театр национальный – это всегда штучное. Это твой вклад штучный. Он остается, и культура лезгинского народа, она воспета классиками, и Дюма, и Дюбуа, и многие писали о лезгинах. И мне сегодня находиться здесь, понимать эту культуру уже не посредством прочитанной литературы, а напрямую общаясь и с людьми, и с памятниками архитектуры, и во всем этом очень насыщенном, очень колоритном, таком соку вариться. Мне это и очень интересно, и очень полезно, как профессионалу, как человеку. И я был здесь и со своими родными, своими близкими задолго до того, как мы начали сотрудничество. И этот город на меня произвел огромное впечатление. Конечно, это город, который, на мой взгляд, я был во многих городах Европы и знаю, как там относятся к гораздо менее интересным, менее древним памятникам старины. И этот город имеет все основания быть центром культурной и мировой истории. И находиться здесь, ставить здесь спектакль, надеюсь, полезный, потому что мы когда обсуждали о том, что мы будем здесь ставить, мы выбрали злободневную тему, и вообще неинтересно делать то, что не принесет пользу. То есть какая одна из актуальных тем, да, сегодня вообще для кавказцев, для кавказских народов, которые всегда сдержаны своими традициями, всегда в каких-то своих проявлениях типичны, в хорошем смысле этого слова. И когда они переступают черту и позволяют себе в ущерб не только своей семье, своему здоровью, а в ущерб обществу, в ущерб будущему своего народа, какие-то несвойственные для нации действия, в данном случае наркомания, это ведь не вопрос сегодняшнего дня и там нескольких десятков сломанных жизней. Это вопрос генофонда, это вопрос будущего нации, это вопрос традиций. Это вопрос гораздо глубже, гораздо серьезнее. Поэтому я очень благодарен Мавлет Данияловичу, моему давнему другу, который
когда-то открыл для меня Дербент, благодаря которому, в принципе, вообще я здесь впервые оказался, и впоследствии сложились наши отношения с Лезгинским театром. Хотя сидящий со мной рядом Мирзабек Кадырович, которого я знаю тоже очень давно, не даст мне соврать, мы познакомились с Лезгинским театром лет 7 тому назад, когда мы здесь в составе московской лаборатории, московской комиссии были и смотрели спектакли. Это было прежде. Но тем не менее, сам город Дербент, отношение к Дербенту, вообще к Дагестану во многом, именно благодаря моей дружбе с Мавлеком Даниаловичем и с Айгумом Идарычем, да, то есть хотелось бы отметить особую роль и нового руководства театра, потому что сегодня не просто молодая, интересная женщина заступила на должность, умная, интеллигентная, а человек, который с горящими глазами. И когда ты видишь не просто пассивный, безучастный ко всему формальный взгляд и формальное отношение, когда человек подходит, спрашивает, где-то слушает, где-то сидит, все время где-то его присутствие ощущается, даже когда его не видно. Я уже много раз думаю, слышит меня, не слышит, где-то опасаюсь. То есть человеку важно, что происходит. Человек патриот и своего народа, и театра, и это ответственность, это комфорт, и это надежда на то, что в этом театре, у этого театра есть интересное и значительное будущее. Так, вот. О, на, по дороге баяна выкинешь. За диваном бери матрас и ложись на пол. Познакомься со своим счастьем. У меня хороший как, неподяжный. За Александром Писвализвать. Алла. Продолжая разговор, или слова, которые сказал наш уважаемый друг, великий режиссер, я так скажу, действительно, Михаил Валерьевич является для нас эталоном, я думаю, не только для нас, вообще для Кавказа сейчас. В данное время он работает в Москве. Вот он правильно говорит, 7 лет тому назад он был у нас, вот смотрели спектакль, но это было другое время, другие возможности. Слава Богу, сейчас у нас появился шанс вот приглашать друзей, приглашать самых таких грамотных, передовых режиссеров, которые действительно являются достоянием всей России. Одним из таких молодых перспективных режиссеров вот, является Михаил Валерьевич. Поэтому вот его приезд, его работа, его желание, что с нами будет работать, ну, конечно, у нас возможностей таких, как вот в столицах, в других республиках нету. Но, тем не менее, он, рискуя чем-то, приехал к нам работать. Коллектив, вот здесь сидят со мной тоже ведущие актеры этого спектакля, вообще театра. Казбек Тумаев, вот, Назиря Гасиева. Вот с Михаилом приехала наша Тамара, красавица, тоже играет в нашем. Все эти ребята, Альберт Хадирнабиев, вот эти ребята и другие ребята тоже, вот они заняты творческой работой на сцене. Я думаю, мы правильно начали работать, я думаю, эта работа продолжаться. Я хочу выразить огромную благодарность ему, всем, кто нам помогает. Я думаю, у нас хороший спектакль будет. Я пригласил бы, чтобы все зрители Дербента, несмотря, потому что спектакль идет и на русском языке, и на лезгинском языке. Все, и даварцы, и даргинцы, и азербайджанцы, и табасранцы, все наши братья, кто хочет смотреть этот спектакль должны смотреть они, потому что актуальнейшей проблемы, чем это, никогда не бывает. Особенно для Дербента. Нас поддерживает и руководство города. Мы обращались к ним, они в курсе дела, что у нас происходит сейчас. Я хочу, чтобы они приходили к нам смотреть этот спектакль. Для наших детей, для будущего нашего города. Это очень нужная тема, это очень нужный материал. Но мы намечаем где-то 25 числа, мы сдадим, наверное, этот спектакль. Так, мы сделаем все, чтобы сдать этот спектакль. Да где-то 28 числа, 29 у нас будет сюрприз вообще в городе Дербент, еще один. Приезжает к нам из Ингушетии театральная группа. Они покажут свой спектакль тоже. Будет очень интересно. Я же говорю, это в прошлом году мы проводили фестиваль вообще театральных коллективов. Я думаю, это очень хорошая вещь. Ну, мы хотим сблизить все, что должны сближаться. Потому что я очень рад был бы, конечно, чтобы это не один раз приехали и уехали, чтобы
Они показали здесь действительно, что такое театр. Вот несколько лет назад я был в творческой командировке в Владикавказе. Там мы смотрели спектакли осетинских театров. Это совсем другое дело, это другой уровень. Поэтому, я думаю, интересно будет всем. Они вот недавно были, ингуши, наши братья были в Ялте, спектакль смотрели. Вот Казбек, вот Альберт наш, поехали смотрели. Они нам рассказывают интересные вещи. Я думаю, театралы, которые живут в Дербенте, тоже нуждаются в этом. И 28-го они тоже приедут. И 29-го они покажут свой спектакль. Так что реклама будет, они будут знать, когда чего будет. Живи как можешь. Пока дают. Итак, раз вы все собрались здесь, значит, у вас есть вопросы. На некоторые из них я дам вам ответ. Но только лишь на некоторые. Добрый вечер, дорогие друзья. Я в этом замечательном спектакле, который называется «Золотой укол», играю Дағлара. Немного расскажу о своем герое. Достаточно воспитанный, культурно образованный молодой человек из благополучной семьи, который под влиянием своего негодяя друга, в котором, другие тоже было, как говорится, две половины, и белая, и черная половина, как говорится, победила и в нем, и во мне в будущем, в скором. Вот под влиянием своего друга я попал в неблагоприятную среду, в плохое окружение наркоманов, окружение пьющих, курящих людей, и в этом окружении становлюсь сам тоже наркоманом. Конечно, это нехорошо, все заканчивается плохо. Главная задача, скажем так, моего героя, главная задача моя — показать нашей молодежи, к чему на самом деле это все может привести. Самое главное — это пример, на своем примере мы это показываем. Вот. В общем, приходите, дорогие друзья, я думаю, что вам понравится, вы сделаете свои выводы, оцените нашу работу. И хочу еще раз поблагодарить нашу гостью Тамару, актрису из Ингушетии, заслуженную артистку Республики Ингушетия. За что именно я хочу поблагодарить? За то, что с ее приездом мне на самом деле стало очень комфортно работать в этом спектакле. И я, как говорится, быстрее начал вливаться и находить образы, которые я должен был находить. Спасибо всем большое, спасибо Тамаре, спасибо Валерьевичу, спасибо всему Лезгинскому театру. Добро пожаловать, дорогие друзья, на наш спектакль. И тебе доброго дня. Абадхарар Дағлар. Ладно, Роз, я пойду. Ты уже уходишь? Да, увидимся. Увидимся. Обязательно. Готовишься, Роза? Да. Хочу лекции перечитать перед практическим занятием. Так ты же на прошлом занятии выступала. Тебе и так мех идет. Старик всегда тебя хвалит. А вдруг спросят? А я не готова. Не спросит. Стыдно ведь будет. Не спросит. По теории вероятности. Ты ведь у нас часто отвечаешь, а многие еще ни разу не ответили. Даже я всего лишь один раз выступал. А на сегодня ты готовился? Так пару раз прочел лекции старика. Если подымет, на троечку отвечу. На троечку? А что значит на троечку? Ты же на хорошо, да ты на отлично можешь, у тебя замечательная память. Да и все ты на лету ловишь. Ты преувеличиваешь, Роза. Память как у всех. Кстати, как дела дома? Как здоровье мамы? Уже лучше. Давление за 200 было. Врачи говорят, это возрастное. Напугало нас так. Но теперь уже все позади. Конечно, хотелось бы, Роза, чтобы мама твоя поскорее поправилась. Акханата ози дюня и кюжида. Спасибо, Дағлар, я тебе очень благодарна. Я хочу сказать спасибо Михаилу Валерьевичу за то, что он меня пригласил поработать в Лезгинский театр. Мне на самом деле очень было интересно. У меня даже не возникало никаких вопросов, когда мне позвонили, сказали, что я должна приехать. Для меня это было очень интересно. Я даже обрадовалась, думаю, как хорошо, что все-таки новый коллектив, новые впечатления. Вот теперь я здесь. Моя героиня — это студентка,
девушка, которая ничего плохого еще в жизни не видала, чистая девушка, вот, которая вот сталкивается с тем, что ее любимый парень становится наркоманом и очень как бы, ну, очень-очень трудно переживает это. Дербент мне очень нравится, это очень красивый город, и люди мне нравятся очень хорошие, очень отзывчивые. Мне нравится коллектив Лезгинского театра, руководитель нравится очень. Она как бы простой человек очень. Я даже удивилась, что обычно как директор театра, как-то вот кажется, ну, бывает такой важный, ни с кем не общается вроде у большинства. А Динара Мурадиновна, она как бы общительная, такая простая, ну, прям как наш Михаил Валерьевич. Вот, он у нас такой же. Вот. Ну, как вам сказать, мне хочется сказать вот про своего партнера. Я вот играю, да, мой партнер Альберт, у меня вот не возникает абсолютно то, что вот у Альберта нету школы, для меня это незаметно, потому что он вот все понимает, когда вот Михаил Валерьевич говорит на сцене, вот что-то нужно, вот что нужно делать, он как бы быстро это все схватывает, впрыгивает в роль, и как бы все, ну, мне комфортно, мне нравится работать с этим человеком, очень даже интересно на самом деле. В целом хочется сказать спасибо, что приняли, что как-то вот интересно мне очень, даже вот уже заранее печально, что придется уезжать, но я думаю, что мы будем еще видеться, буду приезжать, если, конечно, меня Михаил Валерьевич позовет, с удовольствием. И надеюсь, что люди придут, посмотрят этот спектакль, это очень интересно, ну, не будете разочарованы, я думаю, работа очень интересная. Я не знаю, с чего начать. Ну, начни с чего-нибудь. Ладно, ты все равно все про нас знаешь. Таглар в последнее время почему-то избегает меня. Я его уже очень давно не вижу. Избегает тебя? На занятия-то он ходит? Нет, не ходит. Не посещает университет? Да что ты такое говоришь? Где он бывает? Не знаю, я думала, может, ты в курсе? Нет, мне он говорит, что на учебу ходит. Врет. Извини. Ужас какой. Он каждое утро аккуратно встает, говорит, что на занятия. Сегодня тоже с одним товарищем уехал. Он давно уже начал меняться, стал странным, раздражительным. Я тоже это в последнее время замечаю. Извини, я думала, что у него с тобой проблемы. А может, из-за сессии? Нет, я так не думаю. Ты так не думаешь, почему? Да потому что я же говорю, что он в университете не бывает. Ему ни до учебы, ни до меня нет дела. Так, Роза, ты знаешь, я давно в курсе ваших отношений. Была рада за вас. За вас со многими влюбилась. Да. Понимаешь, я переживаю за его учебу. Он не сдал из 6 экзаменов 4 экзамена и ни одного зачета. Стоит вопрос об его отчислении. Да не может быть. Молодец, Роза, за что позвонила. Если мама об этом узнает, она не переживет, у нее повышенное давление. Роза, перезвони мне через 2. Хорошо. До свидания. До свидания. Но я хочу поблагодарить нашу Тамару, которая приехала тоже помочь нам. Наша актриса заболела, которая играла эту роль. Но чтобы не просто поддержать, а помочь коллективу, помочь ей, помочь Валерьевичу и нам, всему коллективу, она приехала. Конечно, огромное спасибо. Я думаю, ваш приезд и вам тоже понравится наш коллектив. Мы с вами будем дружить еще, дай Бог. Будет у нас возможности такие тоже. Мы с удовольствием будем вас приглашать. Огромное спасибо вам. Давайте. И вот Назира Гасиева наша, она несколько лет работает в коллективе. Очень талантливая девушка. Очень такая, как бы сказать, ну не раскрытая еще все. Его таланты не раскрыты. И очень заразительная, эмоциональная. Она хочет работать. Я понял, вот в этом спектакле Валерий с ней очень вот так легко вошли. Она сначала играла в другой образ. У нее был образ сестры. Я тоже так видел, вроде бы она сестра такая. Ну, Валерий сразу подхватил, говорит, этот образ, кроме нее никто не сделает.
образ наркоманки, значит, она очень эмоционально, заразительно интересно играет. Вот этот образ, нить этого образа она сразу поняла, и почти что завершенный образ. Я не знаю, Валерий что скажет, но мы ее понимаем. Болеет, тем не менее, все равно приходит на работу, интерес появится у человека. Нет, это не ты, Хадижа. Я. Ну, как тебе твоя племянница? Хоть бы что-нибудь ей принес. Я же не знал. Это же заучил узнал. Да шучу я! Шучу. Ну, как там твой Имит-Када? Не заявлялся? Что? Да ты как здесь оказалась? Он же тебе ребенка оставил. Да что я говорю, он же не оставил. Ну ты же наша! Ты почему к нам не пришла, Хадижа? Кому? К тебе, к твоей Зине помощнице? Или мужелист Хадипада, который в Тюмени живет? Да кому это надо? А знаешь, а прежде чем ему исчезнуть, он меня на иглу подсадил. А ты где живешь? Все уходило из дома, даже детские вещи. Да не может. Кололись дружно, семейкой. Видишь, какая тихая, спокойная, как наша девочка растет. Здесь наркоты надышалась она. Знаешь, что ей друзья его делали? Паровозики пускали. А знаешь, как она смешно чихала? Ну, в принципе, за мой образ Мирзабек Кадырович как бы все сказал. И хочу сказать спасибо Михаилу Валерьевичу. Я очень рада, что играю в этом образе, что Михаил Валерьевич дал мне образ наркоманки. Я вообще-то вначале как бы сомневалась, не думала, не знала я, что во мне столько энергетики, может быть, это все. Опять-таки, спасибо, Михаил Валерьевич, вам, что вы во мне, как в актрисе, открыли именно вот такую отрицательную энергетику. Вот, я не знаю, вот, ну, в общем, мне нравится этот образ. Я очень благодарна Михаилу Валерьевичу. И приглашаем, посмотрите наш спектакль и останетесь довольными. Что, Осман, остреньких ощущений захотелся, да? Ну и правильно, один раз живем. Так, присаживайся. Можно присесть? Можно, давай, садись. Говорит, что его местный план не вставляет. Может, выпьешь? Да не прикалывайся с этого бухла. Вообще не догоняй. Какой с нее кайф. Вот в Москве недавно с гидропоника прикололся. О, у нее все серым кажется. Ну, что еще хотелось бы сказать. Вообще, огромное спасибо, конечно, Валерьевичу за то, что вот буквально на днях мы были, он нас пригласил к себе в Ингушетию, дал нам притронуться к культуре, ко всему, что мы были в этой республике впервые. И очень много нового для себя узнали. Вообще, советую всем поехать туда, посмотреть просто. Это полезно будет для всех. Ну, что сказать по спектаклю. Вот у нас в спектакле даже, вот, все вы знаете, Мирзабек Кадырович, он тоже играет в этом спектакле. Играет барыгу. И что самое интересное, что этот спектакль ставился где-то 13 лет назад. Тоже в Ингушетии ставился, Валерий ставил его. И сам Валерий играл мою роль Синтика, теперь пришлось мне. Да, было трудно, но вам будет видно, справился я, не справился, судить по любому зрителю. И что самое интересное, что у нас барыга играет художественный руководитель театра, и там у них играл Ахмед, тоже художественный руководитель театра. Очень много таких совпадений по ролям, так сказать. Очень хорошие ребята, я, конечно же, всех приглашаю вот на их спектакль тоже, который приедут они, ну, точно еще будет известно, когда. Очень здравые, умные, энергичные, дружелюбные, гостеприимные, вообще можно перечислять до бесконечности. Со всеми подружились, конечно, огромное спасибо, конечно, не только Валерьевичу, то, что нас отвез, вообще коллективу,
за то, что нас отпустили, руководство театра, за то, что спокойно нас отпустили, нам дали такое разрешение. Спасибо за все. И продолжаем, конечно же, на спектакль наш посмотреть. Баба Сара, я вот Розе тетрадь принес с лекциями, хотел передать. Ой, Розы нет дома. Может, я передам? А? Нет, я тут кое-какие пометки сделал. Пожалуй, я сам ей потом передам. Ну ладно. Ахладжанпа, Саку. Знаете, очень интересно, потому что уже достаточно такой богатый опыт у меня, хотя всегда есть чему учиться. У меня есть свои учителя, и по сей день есть учителя, у которых я учусь, но тем не менее интересно вот как прийти в место, в котором ты еще не был, в котором свои какие-то устоявшиеся театральные и национальные традиции, и что-то там свое привнести, оставить какой-то след. Жизнь не напрасно проходит. И очень гибкий менталитет и очень гибкая актерская пластика в Лезгинском театре у ребят, у молодежи. Мне, кстати, с молодежью, при том, что старшие люди более опытные, но с молодежью мне комфортно, может быть, в силу определенных причин, может быть, в силу моего такого модернового видения, и работать мне как-то так с ними комфортнее. Вот. Ребята очень мобильные. Да, не хватает школы. Это проблема не от них зависящая, это обстоятельства так сложились. А вот субъективное мое отношение к тому, что происходит не на сцене вообще, а конкретно в актерской субстанции, вот, то, как формируются образы. Зачастую непрофессиональные актеры, не имеющие возможности опираться на школу, на какие-то приемы, на какую-то технику, вот, обойти, обмануть они не могут. Они проживают, они органичны, и либо они есть, либо их нет. Потому что обмануть они не умеют обманывать. И какие-то вещи, которые в самом себе открываются, какие-то такие вот совершенно неожиданные для тебя штучки, какие-то приемы ты находишь, потому что у тебя нет времени, там, 2-3 месяцев, полгода, чтобы пройти с актерами школу, которые не имели там 2-3 курса образования. То есть тебе приходится идти зачастую очень такими жесткими, почти экстремистскими какими-то методами, то есть, и чтобы актера просто ввести в это состояние катарсиса, там, просто вкинуть его туда, и через это, чтобы он прошел, создал какой-то образ, чтобы он дошло до него, что я от него хочу. Да, есть какие-то, везде наша прелесть вообще кавказцев, да, в том, что мы, будучи в чем-то очень похожими, и у нас есть какие-то общие принципы, общие какие-то нормы поведения и так далее, которые мы не переступаем, но при этом мы очень разные. И это наше богатство. И вообще богатство, кстати, Дагестана в том, что он такое многообразие культур. И все дагестанцы, этому можно позавидовать. Это главное достояние, главная сила и богатство Дагестана. Пока это есть, это говорит о том, что Дагестан любим Богом, Всевышним. Потому что когда Всевышний дарует, когда Всевышний хочет наказать, он лишает людей дружбы. Вот то, что в Дагестане есть вот это взаимопонимание, дружба, и все говорящие люди на разном языке называют себя дагестанцами, это уникальное образование. Такого больше, наверное, в мире нигде нет. В Америке там есть, понятно, там это решено сверху. Там просто такое государственное устройство. А здесь люди сами по себе так вот на протяжении веков так сформировалось. И такого больше нигде нет. Поэтому работать в этой сфере, оставлять какой-то след в этой сфере, работать с этими ребятами. Молодежь просто, они впрыгивают, допустим, вот там вот есть у нас Казбек. Я считаю, что у этого парня есть режиссерские данные, задатки. Да, он там закончил Махачкалинскую актерскую школу, получил, но ему нужно расти, потому что он не просто впрыгивает, он вбрасывает, он набросал мне там кучу всего. Это знаете, как вот цепная реакция, да, ты запустил что-то, подключил что-то к чему-то, да, и оно дальше начинает само по себе наращивать обороты. Вот есть такие люди, они как генератор. Ты его включил, он начинает вырабатывать энергию. Вот то же самое Казбек. Вот я его включил, дал ему направление, да, и дальше он уже по ходу наращивает, набирает. И мне самому со стороны интересно следить за тем, что происходит. Я подправляю, где-то корректирую, веду. И там вот Альберт, которому я считаю, нужно обязательно получить школу театральную в перспективе, потому что у него есть данные, у него гибкая актерская пластика, о чем я уже говорил. Вглядитесь в меня. Узнаете себя?
Каждый в жизни получает то, что сам себе принес. Каждый в жизни получает то, что сам себе принес. Вообще, конечно, слова благодарности можно говорить бесконечно, и слов благодарности много, конкретно и режиссеру-постановщику нашему, и непосредственно ко всем актерам хотелось бы обратиться. Большие молодцы, спасибо им большое. Вообще наблюдаю такой момент, когда трудится весь коллектив, ну, практически весь коллектив задействованный, трудится в субботу, трудится в воскресенье с таким энтузиазмом и с такой прям вот, с таким стремлением сделать свою работу хорошо. Спасибо им всем большое. И вам, Михаил Валерьевич, за терпение, за трудолюбие, вы знаете, о чем я говорю, за трудолюбие и такое отношение к нашему коллективу. И надеюсь, что поставленная нами задача, это привлечение широкой общественности к проблеме распространения наркотиков, нами будет выполнена. Ждем вас в здании нашего Лезгинского театра 28 октября на премьеру нашего спектакля «Обреченный». Приходите, будет интересно. Спектакль, как уже говорилось, проводится на русском языке. Для всех доступно и очень познавательно.